Ахмад Масуд выступил на конференции «Гератский диалог по безопасности». Шавкат Мирзиёев подписал закон о ратификации договора между Узбекистаном и Кыргызстаном, в том числе о совместном управлении водными ресурсами Кемпир-Абадского водохранилища. В северно-афганской провинции произошел мощный взрыв. Шойгу объявил, что больше 300 тысяч резервистов прошли обучение. Казахстан не будет использоваться Россией для обхода санкций. Сегодня, 30 ноября, лидер Фронта национального сопротивления Афганистана Ахмад Масуд выступил на 10-й международной конференции «Гератский диалог по безопасности». Она проходит в Душанбе под названием «Инклюзивная политическая система, модели и дорожная карта». Основная цель этой конференции – анализ текущей ситуации и поиск путей решения проблем в Афганистане. Ахмад Масуд в начале речи поблагодарил народ Афганистана, который, несмотря на невыносимые политические и экономические условия, продолжает сопротивляться режиму Талибан и выражает свою приверженность идеалам свободы и равноправия. Сегодня Афганистан стал местом подготовки и вербовки региональных и международных террористов и большой тюрьмой для угнетения афганского народа. Талибы действуют вопреки исламским международным учениям и придерживаются репрессивных и экстремистских подходов, заявил Масуд. Он в очередной раз подчеркнул необходимость создания инклюзивного правительства, основанного на волеизъявлении афганского народа. Двухдневная конференция «Гератский диалог по безопасности» начался в Душанбе накануне 29 ноября. Представителей талибов на ней нет. Сегодня, 30 ноября, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о ратификации договора между Узбекистаном и Кыргызстаном об отдельных участках государственной границы и соглашение о совместном управлении водными ресурсами Кемпир-Абадского водохранилища. Благодаря политической воле глав государств крепнут взаимоуважение и добрососедские отношения между двумя братскими народами, говорится в сообщении пресс-службы главы Узбекистана по этому поводу. В сообщении отмечено, что международные договоры были подписаны в ходе визита делегации Узбекистана в Бишкек 3 ноября. Закон об их ратификации были приняты Законодательной палатой Олии Маджлиса 14 ноября и одобрены Сенатом 18 ноября. Законы Кыргызстана о ратификации договоров были подписаны Садыром Жапаровым 29 ноября. В медресе Аль-Джихади в городе Айбак, северная афганская провинция Саманган, 30 ноября произошел мощный взрыв. В результате погибли как минимум 15 человек и 27 получили ранения. Об этом сообщает информагентство Фергана со ссылкой на телеканал Толо Ньюс. По данным 8am.media, погибших уже больше 35. Большинство из них, как сообщили в больнице Айбака, куда доставляют раненых и тела погибших студенты медресе. Афганские медиа указывают, что боевики радикального движения Талибана оцепили медресе и не позволяют делать фотографии или видео на месте взрыва. Ни одна из террористических группировок, действующих в Афганистане, не взяла на себя ответственность за взрыв в медресе. В рамках частичной мобилизации за 2 месяца прошли обучение больше 300 тысяч резервистов и добровольцев. Об этом сообщил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. В учебных центрах подготовлено около 8 тысяч экипажей боевых машин и танков, расчетов артиллерийских систем, средств противовоздушной обороны, комплексов беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы, аппаратных связей, заявил Шойгу на коллегии Минобороны Российской Федерации. По его словам, к боевой учебе новых воинских формирований привлечено около 3000 инструкторов, задействовано более 100 полигонов России и Белоруссии. Военнослужащие получили знания и навыки, необходимые для успешного выполнения боевых и специальных задач как самостоятельно, так и в составе подразделений, сказал Шойгу. Президент Касым-Жомарт Токаев внимательно изучит идею Тройственного газового союза между Казахстаном, Россией и Узбекистаном, которую ему предложили на переговорах в Кремле. Решение о фактическом создании такого союза пока не принято, об этом сообщил заместитель главы МИД Казахстана Роман Василенко. При этом дипломат отметил, что создание газового союза с Россией не должно создать какие-либо трудности Казахстану и привести к тому, что страна прямо или косвенно примет участие в обходе антироссийских санкций, связанных с российско-украинским конфликтом. Хотя Казахстан не поддерживает введение санкций как метод решения международных проблем, государство последовательно придерживается позиции их соблюдения.
Ранее пресс-секретарь президента Республики Казахстан Руслан Желдибай сообщил, что идея о создании тройственного газового союза между Казахстаном, Узбекистаном и Россией предстоит обсудить экспертам из 3 стран в ходе детальных переговоров. Идею создания союза выдвинули власти Российской Федерации с целью координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.